день, любі друзі! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем мини-курс по изучению украинского языка. Мы узнаем основные фразы, основные слова, которые будут использованы. Именно с приветствия и знакомства мы узнаем человека. Поэтому первой темой у нас будет знакомство и приветствие. Основные слова: вітаю, приветствую, привіт, привет, добрий день, ласкаво просимо. Всегда, когда вы подходите к какому-то учреждению или школе, вы видите вывеску. На ней написано «Ласкаво просимо». Это значит «Добро пожаловать». Добро пожаловать на наши уроки. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Нечитайло Тетяна Владимировна. Мене звати Нечитайло Тетяна Володимирівна. Ми починаємо наш курс по вивчанню української мови. Обучение будет объясняться на русском языке. Но прежде чем подойти к темам, мы познакомимся со специфическими буквами украинского языка. Например, буква «ы» – это русская буква «и». И чтобы читать, писать и понимать, мы должны эти нюансы учитывать. Буква «и» с точкой произносится как «и». Буква, похожая на «э» в русском языке, но перевернутая в другую сторону, читается как «е», а русское «е» произносится как «э». Буква, еще есть одна специфическая, которой нет в русском языке. Это буква «и». Она состоит из двух слогов, из двух звуков. «И», «и» краткое, и «и». И читается как «и». Например, едальня – это столовая, ежак – это ежик. Вот эти произношения, нюансы мы должны учитывать. В украинском языке есть две буквы «г». В русском языке это звонкий звук «г». Этих слов в украинском языке всего несколько штук, поэтому это гава – ворона, гердан – это такой воротничок, ганок – мы говорим звонкий звук «г». Остальные все слова, которые употребляются в языке украинском, это глухой звук «г». Например, город, горох, голос и другие. Тема у нас приветствие и знакомство. Нужно составить диалог. Давайте из тех слов, которые мы сейчас повторим, составим диалог. Добрий день. Добрий день. Як тебе звати? Мене звати, наприклад, мене звати Тетяна. А як тебе звати? Мене звати Володимир. Дуже приємно познайомитись. По-русски это будет очень приятно познакомиться. Сейчас мы посмотрим на слайд и увидим семью. Как мы познакомимся в семье, если мы приехали в Украину и знакомимся с семьей. Есть старшие члены семьи. К ним нужно обращаться пан або пані. Пані Мария, пане Миколаю. Это подчеркивает уважительное отношение и возраст. Дальше в семье у нас есть Остап и Оксана. Это дети, поэтому мы к ним обращаемся
Добрий день, Остап. Добрый день, Оксана. А ко взрослым мы обращаемся: добрый день, пані Марії, добрий день, пане Миколаю. Здесь мы уже увидим взаимоотношения в семье и доброжелательное отношение к нам, поэтому мы должны доброжелательную интонацию тоже учитывать. Какие фразы и слова мы еще должны использовать при общении, при знакомстве и при прощании? До побачення. Это будет до свидания. Всього найкращого. Всего доброго. Мы попрощались с людьми и ушли. Мы повторим с вами слова выученные. Вітаю, приветствую. Привіт, привет. Добрий день, добрий день. До побачення, до свидания. Всего найкращого, всего наилучшего. Вот основные фразы, которые необходимы нам при знакомстве. Всего доброго, до новых встреч!